Во Всемирный день доброты редакция информационных программ НТРК Ингушетия возобновляет рубрику «Твори добро». Вы можете участвовать в богоугодном деле и помочь детям справиться с тяжелыми заболеваниями. Сегодня мы расскажем о Мухаммад Амире Гирееве. В прошлом году мальчик попал под колеса грузовика. Чудом остался жив. Теперь ему необходима реабилитация. Репортаж Заремы Ивлоевой. Амир, хабил шибайк, хабил шибайк. 27 дней в коме, еще месяц в так называемой бодрствующей коме. 30 июня прошлого года на 13-летнего Мухаммад Амира наехал КАМАЗ. С этой минуты жизнь не только этого мальчика, но и всей его семьи полностью перевернулась. Ребенок поступал в крайне тяжелом состоянии, с тяжелой сечебной травмой, с открытой черепно-мозговой травмой, с ушибом головного мозга, с множественными гематомами головы внутричерепными. В общем, травма была очень тяжелая. В первые сутки мы думали, что вообще не дотянет до утра. Слаженная работа детской республиканской клинической больницы, очень сильная реанимация, совместная работа всех специалистов привели к его восстановлению. Конечно, такие травмы без последствий не остаются, ему нужна реабилитация. Полгода мальчик ни на что не реагировал, не разговаривал, не ходил и даже не двигался. Долгие месяцы реабилитации и бесконечная вера родных потихоньку вернули мальчика к самостоятельной жизни. Восстанавливался Мухаммад Амир в московской клинике. Был ролик его брата, он увидел своего брата в телефоне, я показала. И после у него первые эмоции появились, он начал плакать. Бежали там весь этот центр, это очень было, на тот момент я испугалась, естественно, но это было очень классно. Это первые эмоции его, он плакал очень сильно, потом его успокоили, и потихоньку он начал приходить в сознание. Он начал узнавать родных, ходить с опорой, позже снова заговорил. Каждый курс реабилитации дает ребенку колоссальные результаты. До той аварии мальчик 4 года занимался смешанными единоборствами. И сегодня доказал всем, что он настоящий боец. Мухаммад Амиру пришлось учиться всем навыкам заново, но он не падает духом. Я вышел со двора, и на меня наехал КАМАЗ. И у меня было такое, что я не видел ничего, не слышал, только маму слышал. Благодаря проекту «Чайка» благотворительного фонда КДЛ в Ингушетию также приезжают специалисты из Астрахани. Здесь Мухаммад Амир проходит уже 3-й курс реабилитации. Мухаммад Амир является подопечным фонда с сентября месяца. За небольшой этот промежуток времени мы, благодаря неравнодушным людям, смогли оплатить ему 2 курса реабилитации, после чего у него наблюдается положительная динамика. Специалисты рекомендуют проводить реабилитационные курсы систематически, и на оплату следующего курса в реабилитационном центре «Три сестры» ему необходимо 735 тысяч рублей. Давайте все вместе поддержим этого мальчика и поможем ему побороть этот сложный диагноз. Первый этап – это спасение больного, чтобы он выжил у нас, а дальше такие травмы без последствий не остаются. Реабилитация очень важна. Довольно затруднительно финансово для родителей. Хорошие центры, они платные, располагаются они реально в центрах, поэтому необходима помощь. Сегодня мальчик учится ходить без опоры, стал дистанционно проходить школьную программу и в скором времени должен вернуться к нормальной жизни. Он мечтает стать врачом, и каждый из нас может внести свой вклад, чтобы мечты Мухаммада Амира сбылись. Для тех, кто хочет помочь, реквизиты и контактный номер указаны на экране. Зарема Ивлоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.